Итак, всем здравствуйте, друзья мои. Хорошего, отличного дня вам. Давайте поприветствуем друг друга аплодисментами, если у нас есть такая возможность. Зарядимся энергией. Итак, друзья мои, сегодня в рамках Международного дня интеллектуальной собственности Национальная библиотека Республики Коми приготовила для нас мероприятие в формате вебинара. И сегодня с нами на связи замечательная девушка, которая очень-очень много знает об авторском праве. Именно по этой теме мы сегодня с вами собрались. У нас есть зрители, слушатели на нашей площадке в офлайне и зрители, слушатели на площадках WebEx и YouTube-канале. Вот. Всех еще раз приветствую. Плодотворного вам, интересного дня и лекции. Постараемся за часик уложиться, если что, у нас есть еще время. Друзья мои, выгоняйте шмеля, ему тоже интересно. Залетел шмель, который хочет узнать об авторском праве. Итак, мое имя Артемий, и самое главное, что я являюсь автором-исполнителем, поэтому сегодня здесь. Слушайте, как прекрасно начинается. Девочки, поднимите. Екатерина не понимает, что происходит в этом зале. В общем, все очень классно и здорово. Итак, давайте мы передадим ей слово. Это Екатерина Калиничева, и она о себе лучше знает и расскажет. Здравствуйте, я рада вас всех приветствовать. Я сразу скажу, что для меня этот формат тоже непривычен, потому что я вообще не понимаю, как с вашей стороны это выглядит. Я понимаю, что я на большом экране, и такой у нас гибридный полу-оффлайн, полу-онлайн формат. Это здорово. Ну, во-первых, я всех поздравляю с сегодняшним праздником. Сегодня День интеллектуальной собственности. Не просто так мы все собрались. Меня зовут Калиничева Екатерина. Я являюсь партнером, руководителем практики защиты интеллектуальной собственности в сети интернет в юридической компании Семенов и Пезнер. Мой опыт работы в сфере интеллектуальной собственности составляет более 7 лет. Я представляю интересы крупных музыкальных лейблов, в том числе Warner Music, Sony Music, Universal Music в судах. Соответственно, решаем их вопросы в досудебном порядке, представляем интересы артистов, продюсеров, исполнителей и, в общем, весь спектр услуг, который связан с интеллектуальной собственностью. Рекомендована международным рейтингом Best Lawyers как раз в сфере интеллектуальной собственности и российским рейтингом Право 300, также как юрист в области интеллектуальной собственности. Поэтому я думаю, что мне будет сегодня вам что рассказать. Я думаю, что мы начнем с того, что я кратко расскажу вообще про авторское право, минут 10 это займет, а далее мы перейдем в дискуссионный формат, когда и вы сможете задать свои вопросы, и Артемий, соответственно, я знаю, что есть уже какие-то вопросы. В общем, не стесняйтесь их задавать, потому что дискуссия это всегда лучше, чем просто монолог. Поскольку я не очень имею сейчас возможность вам задавать вопросы в зале, поэтому я предлагаю поступить таким образом. Ну, раз мы сегодня говорим о музыкальной индустрии, у нас вообще тема называется «Авторские права на музыку», но я хотела бы здесь сказать сразу, что наверняка, когда вы сейчас слышите слово «музыка», у кого-то из вас заиграла какая-нибудь песня в голове, либо, ну, что-то вы себе такое представили. Здесь важно понимать, что если речь идет о песне, то это совокупность авторских и смежных прав. Сегодня мы говорим только про авторские права, и смежные права не трогаем, но вы должны знать, что они есть. Это тоже права, которые относятся к интеллектуальным правам, соответственно, это тоже объекты интеллектуальной собственности. Что по поводу авторского права? Авторские права – это интеллектуальные права на произведение науки, литературы и искусства. Ну, как вы понимаете, что объектом таких прав являются произведения, в том числе и музыкальные произведения. И не имеет значения, с текстом это произведение либо нет, оно является объектом авторского права, оно охраняется авторским правом. Что нужно, чтобы вообще произведение охранялось? Во-первых, оно должно быть творческим и выражено в какой-либо объективной форме. Ну, либо записана фонограмма, либо вот сейчас на сцене кто-то из вас пойдет и споет. Соответственно, это тоже будет выражение в объективной форме. Если говорить не о музыке, то то, что сейчас я вам рассказываю, лекция, это тоже произведение, это тоже объект моего авторского права, которое также охраняется. Соответственно, никакой специальной регистрации для того, чтобы у вас возникло авторское право на произведение, не нужно. У нас действует в Российской Федерации презумпция авторского права, то есть ваше произведение охраняется с момента его создания. И не обязательно его идти куда-то регистрировать. Вот оно создано, оно творческое, оно выражено в объективной форме, все, у вас есть объект интеллектуальной собственности, непосредственно произведение. Ну, например, идеи, открытия, факты не являются объектами авторского права. В
принципе, это логично. Почему? Потому что сейчас мы с вами, допустим, запустим какую-то одну идею, что мы хотим написать песню про дерево. И я уверена, что каждый из нас, кто сидит в аудитории, напишет абсолютно разные песни. Ну, если мы вообще что-то напишем, потому что я, например, вряд ли песню смогу написать. Но, тем не менее, идея одна и та же, но текст и само музыкальное произведение у нас получится разное, 100%. Поэтому идеи не охраняются. Идея может одна и та же прийти в голову разным людям, а вот создать произведение одно и то же, это еще попробуй сделай. Соответственно, официальные документы, судебные решения также не являются объектами авторских прав. Государственные символы, флаги, гербы, денежные знаки также не являются объектами авторских прав. Сообщения о событиях и фактах, которые имеют исключительно информационный характер, тоже не являются объектами авторских прав. И произведения народного творчества, фольклор, также не является объектом авторских прав, потому что неизвестны авторы этих произведений, поэтому они не являются таковыми. Соответственно, часть произведения, либо персонаж также является объектом авторского права, если он сам по себе может иметь самостоятельное значение. С этим тоже нужно быть осторожнее. Что дает вам авторское право? Да, у вас есть произведение, вы можете охранять, какие права у вас возникают. У вас есть личные неимущественные права, есть исключительные права. Личные неимущественные права – это право признаваться автором этого произведения, право на имя, на его неприкосновенность, на его опубликование. И эти права не отчуждаемы и не передаваемы. Вы не можете, допустим, среди нас сидит, не знаю, Иван, если среди нас есть Иван. Он является автором какого-то произведения, и он не может сказать мне: Кай, давай ты будешь автором этого произведения. Нет. Поэтому такие права не отчуждаемые и не передаваемые охраняются бессрочно. Что касается исключительных прав, это те самые права, которыми можно распоряжаться. В сухом остатке это право использовать произведение. В законе есть способы, которые перечислены, каким образом можно произведение использовать. Этот перечень открытый, и сейчас не буду их перечислять, но, допустим, размещение в сети интернет – это тоже способ использования произведения. Соответственно, эти права вы можете передавать. Вот как артисты заключают, допустим, договоры с музыкальными лейблами. Они передают им как раз исключительные права, то есть право использовать их произведения. У таких прав есть свой срок охраны в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Есть определенные нюансы, которые касаются произведений, которые анонимно, допустим, были опубликованы, либо произведений, которые были созданы во время Великой Отечественной войны. Там немножко со сроками свои исключения. Сейчас не углубляюсь, просто знайте, что таковое есть. Соответственно, что говорит нам презумпция авторства, да, кто является автором, кто указан на обложке музыкального произведения, тот и считается его автором, пока не доказано иное. Соответственно, если вы создали произведение, вы пишете «Петя Иванов, автор этого произведения». Соответственно, если кто-то не согласен или считает, что это его произведение, вы у него украли, ему необходимо доказать, что он тогда является автором этого произведения и был раньше этот объект создан им, чем вами. Что может являться здесь доказательством, как я сказала, да, что регистрация не требуется, это может быть нотариальное заверение, то есть важно установить, что конкретное произведение существовало на определенную дату, вот сегодня, 26 апреля 2022 года, и мне нужно доказать. Это может быть пост в социальных сетях, это могут быть ваши черновики, это может быть переписка, может быть вы выложили свое музыкальное произведение в какое-нибудь облако, да, где фиксируется эта дата, также можно сходить к нотариусу, можно задепонировать ваше произведение, то есть такие общества, которые, как называется, регистрируют, но это не значит, что у вас возникает право, это лишь как для того, чтобы в случае чего доказать, что вы являетесь автором. Если вы передавали кому-то право по договору, также договор в данном случае также будет являться доказательством того, что вы являетесь автором, пока не будет доказано иное. Очень частый вопрос про организации по коллективному управлению правами, зачем вообще они нужны. Я буду говорить простым языком, то есть не так, как это написано в законе. Суть в том, что у нас в законе есть способы свободного использования произведений, то есть когда допускается их использование без согласия авторов, но с выплатой им вознаграждения. Вот тогда на помощь приходит организация по коллективному управлению. Ну и в смысле, смысл создания таких организаций был в том, что есть такие способы использования, допустим, мы с вами представим какой-нибудь караоке-бар, кафе, ресторан. Вот сейчас, допустим, кто-то из вас в Артеме сказал, что он исполнитель, у него есть какая-то песня, и мы сейчас сидим здесь на лекции, а в каком-нибудь караоке поют его песню, или в каком-нибудь кафе он исполняется, он об этом знать не знает, а, соответственно, за это использование он может получать вознаграждение.
И для того, чтобы как раз следить за этим, управлять этими правами, созданы организации по коллективному управлению, которые могут собирать вознаграждения, допустим, там, с кафе, баров, ресторанов. И вообще, в принципе, когда публично исполняется, сообщается в эфир или по кабелю музыкальное произведение. И, соответственно, такие организации, они могут быть аккредитованными и неаккредитованными. Что значит аккредитованные? РАО, ВАИС, РСП. Наверное, все слышали. Российское авторское общество, Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Российский союз правообладателей. Они каждый в своей сфере являются аккредитованной организацией. Это значит, что они могут собирать вознаграждения для неограниченного круга правообладателей, даже для тех, с кем у них договор не заключен. Соответственно, если какой-то автор не хочет, чтобы для него Российское авторское общество собирало вознаграждение, он должен прийти и отказаться от управления правами, потому что они в определенной сфере аккредитованы. Как раз вот РАО аккредитовано в сфере публичного исполнения музыкальных произведений и их отрывков. Потому что могут быть созданы и другие организации, которые не аккредитованы, но для неаккредитованных организаций им нужно обязательно заключать договор с правообладателем. То есть кто-то пришел, у них заключен договор, и они, соответственно, для него собирают вознаграждение. РАО, ВАИС, РСП могут это делать без договора. Если не хотите, соответственно, нужно прийти в общество, там, отказаться, ну, в общем, у них есть определенные формы, каким образом это делается. Что касается неправомерного использования музыкальных произведений, важно понять, что правообладатель сам может по своему усмотрению использовать произведение любым способом, который предусмотрен законом. Соответственно, если он хочет, чтобы кто-то его использовал, он вправе дать это согласие. Отсутствие такого согласия не является разрешением. Поэтому все, что используется без согласия правообладателя, является незаконным использованием музыкального произведения и, соответственно, влечет ответственность, которая предусмотрена действующим законодательством, кроме случаев свободного использования произведения. Я знаю, что дальше есть вопрос на эту тему, поэтому я сейчас не останавливаюсь, когда можно свободно использовать произведение. Но, тем не менее, что может сделать правообладатель? Ну, тут, безусловно, все зависит непосредственно от той ситуации, которая сложилась. Это могут быть неимущественные требования, допустим, запретить использовать музыкальное произведение, а могут быть и имущественные, взыскание убытков, либо взыскание компенсации. Компенсация, убытки сложно взыскать вот в сфере авторских прав, потому что их необходимо доказать, а это очень сложно. Поэтому вместо убытков у правообладателя есть возможность взыскать компенсацию. И есть 3 вида компенсации, которые можно взыскать, либо от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, либо в двухкратной стоимости контрафактного экземпляра, ну, допустим, если это диск какой-то пиратский, вы его купили, соответственно, двойная стоимость этого диска, например, либо двойная стоимость использования права этого произведения, но, опять же, аналогичным способом. Например, если у вас есть договор с какой-нибудь там цифровой площадкой, просто для примера, там, Яндекс.Музыка, у вас есть договор, что вот они размещают вашу песню, соответственно, там стриминг, происходит на площадке, и какая-то другая площадка берет и использует тем же самым способом, но при этом без вашего согласия. Вы решили с иском в суд пойти к этой площадке. И вы думаете, а какую компенсацию взыскать? Вы можете взыскать как раз, поскольку у вас есть договор с Яндекс.Музыкой, те же самые способы, все понятно, допустим, это стоило 1 миллион рублей. Вот вы можете прийти в суд и заявить 2 миллиона рублей и подтвердить, что право использования вашего музыкального произведения стоит ровно столько, поэтому тут будет двойная стоимость. Это 3 вида, и прежде чем обратиться с иском в суд, нужно определиться, по какому из этих путей вы идете. Ну, все решается от обстоятельств дела, потому что разные бывают ситуации, когда-то какие-то доказательства есть, когда-то их нет. Знаю, что был вопрос про среднюю компенсацию, какая на практике, минимальный размер, и какой может быть средний. Я вам сразу скажу, что не отвечу на этот вопрос, и, скорее всего, на него не ответит никто, потому что средний размер компенсации назвать невозможно. Опять же, потому что очень много переменных. Есть много обстоятельств, которые могут на это влиять. В частности, допустим, вы заявляете в суд иск и просите 2 миллиона рублей за вашу одну песню. И для того, чтобы суд взыскал такую компенсацию, необходимо
обосновать, да, рекомендуется, что грубость нарушения, как долго ответчик использовал ваше музыкальное произведение, какой характер был этого нарушения, известность вашего произведения публике и иные обстоятельства будут учитываться судом, когда он будет определять, какой же размер компенсации, по его мнению, считается справедливым и разумным. Поэтому среднего какого-то размера нет. Зависит от количества произведений, в том числе зависит от того, какая это площадка, зависит от того, кто нарушитель. Более того, бывают и случаи, когда компенсация может быть снижена ниже низшего предела. Например, я сказала, что можно от 10 тысяч до 5 миллионов рублей получить компенсацию за одно произведение. Вот. Минимальная планка 10 тысяч рублей. Но, тем не менее, у суда есть возможность и снизить эту компенсацию в том случае, если у нас, например, один нарушитель, и он там выложил весь ваш альбом. В вашем альбоме было 10 песен. Соответственно, вы решили, что вы 10 умножаете на 10 и 100 тысяч рублей заявляете компенсацию. Но при этом это действие было одно, да, один раз выложили альбом, а там несколько, соответственно, этих музыкальных произведений. Нарушитель тоже один. Несколько объектов, нарушение одно, и тут получается, что нарушитель, он имеет возможность в суде сказать о том, что он просит о снижении компенсации на основании вот этих самых обстоятельств. И суд может снизить эту компенсацию, но не менее чем на 50%. То есть в сухом остатке может случиться такая ситуация, что за одно произведение будет получено 5 тысяч рублей. Вот если у нас такая ситуация случилась. Поэтому, конечно, какую-то единую формулу вывести нельзя. Для этого и существуем, скорее всего, мы юристы. Вот если очень быстро, то я рассказала, и теперь я готова к вашим вопросам и к дискуссии. Да, спасибо, Екатерина. Очень емко, очень понятно, все четко. За несколько вопросов зацеплюсь и раскручу немножечко тему. Вот выкладка на другие сайты без спроса. То есть у меня был опыт выкладки альбома через дистрибьюторов, которые на конкретные цифровые площадки, но до этого знаю, что мои песни выкладывались только в контакт мной, то есть когда-то там давно, и они появлялись на других сайтах музыкальных. То есть их, видимо, брали с ВКонтакта, и они там появлялись в свободном доступе. Касается ли это вот нарушения? Конечно, это является нарушением. Вопрос только, как с ним бороться, зависит от того, что это были за сайты. Ну, то есть мы знаем, что есть большое количество пиратских сайтов, и мы с ними работаем, активно их закрываем. Это тоже не быстрое дело, но тем не менее мы с этим работаем. Но, допустим, это какой-то сайт известный, вот, допустим, раньше Зайцев.нет был сайт. Да, самый первый такой. Считался пиратским, в какой-то момент он уже, ну, соответственно, заключил соглашение с правообладателями, мы тоже неоднократно с ними судились, но там известен владелец. Соответственно, вы можете, зависит от того, какую цель вы преследуете. Если вы просто хотите, чтобы ваши музыкальные произведения на сайте не размещались, вы можете написать, значит, претензию просто в электронном виде, у них, по-моему, даже форма была, что вот я не хочу, чтобы размещались мои музыкальные произведения, они удалят. А если ваша цель в том, чтобы получить с них, допустим, какую-то компенсацию, то, соответственно, здесь есть несколько путей. Можно пойти в арбитражный суд и перед этим написать претензию, да, указать компенсацию, которую вы считаете оправданной в данном случае. В досудебном порядке, возможно, они вам заплатят. Если нет, то пойдете в арбитражный суд. А есть другая ветвь, когда можно обратиться в Московский городской суд. Это у нас специальная подсудность существует как раз для таких дел, когда нарушаются авторские права в сфере сети интернет, и можно обратиться с заявлением о принятии обеспечительных мер. То есть вы не обращаетесь с претензией непосредственно к владельцу, вы сразу идете в суд, потом обращаетесь с иском, и там же можете также требовать взыскать компенсацию за незаконное использование вашего музыкального произведения путем доведения до всеобщего сведения. Это нарушение ваших прав. Все, понятно. Следующий вопрос такой. Как высчитывает и оплачивает организация по коллективному управлению правами дивиденды авторам музыки, ну, вообще произведений? Смотрите, точную сумму не скажу, потому что это зависит, допустим, если мы говорим там про кафе, бары, рестораны, это может зависеть от посадочных мест, от площади. И у Российского авторского общества у них заключены договоры непосредственно с такими заведениями, и у них есть определенный расчет, да, то есть такие заведения предоставляют отчет
по использованию ими музыкальных произведений, и вот исходя из вот этих вот показателей высчитывается это вознаграждение. И потом Российское авторское общество уже это распределяет между авторами музыкальных произведений в зависимости от ставок, да, которые предусмотрены этим договором. Когда какое-то заведение также использует музыкальное произведение, и при этом у них не заключен договор с РАО, РАО очень часто обращается с исками в суд в защиту непосредственно правообладателей, да, неопределенного круга, взыскивает эту компенсацию, потом, по идее, тоже его распределяет между авторами. Бывает, что такие случаи не доходят до суда, а в досудебном порядке договаривается заведение с РАО, заключает договор, ну и, соответственно, РАО, опять же, заключает с ними договор, и по ставкам, которые предусмотрены в договоре, собирает это вознаграждение, а потом распределяет между авторами. Между авторами, по-моему, ежеквартально отчеты предоставляются, и, соответственно, там уже в отчетах все видно для автора, как где радиостанции, в том числе, сюда также относятся. Вот таким образом это происходит. Но для того, чтобы Российское авторское общество все же выплачивало вам вознаграждение, необходимо зарегистрировать ваше музыкальное произведение, чтобы оно знало. То есть понятно, что оно может собирать вознаграждение, но все же нужно прийти, заявление подать для того, чтобы Российское авторское общество узнало, кто вы, где вы и куда вообще вам платить. Да, хорошо, спасибо большое, это понятно. Не знаю, вопрос вчера поступил от моих друзей, студийщиков, которые работают на студии. Не знаю, сложно на него будет ответить, наверное. Как с монетизацией на данный момент? То есть сейчас у них капает монетка в интернете, но снять ее невозможно. Есть ли какие-то выходы из этой ситуации? Там в связи с отключениями, да, SWIFT. Смотрите, если мы говорим про интернет, это мы не говорим про РАО, ВАИС и вот эту всю Мгм. историю. Здесь зависит от того, с кем заключен договор. Вот вы сами про себя сказали, что у вас есть дистрибьютор, да, через которого вы загружаете контент, зависит от того, какой у вас договор и кто ваш дистрибьютор. Поэтому здесь прям общего какого-то ответа на этот вопрос нет, потому что очень Детально надо зависит разбирать. от площадки, от дистрибьютора, какие у них условия, если они не платят, то почему они не платят. Я знаю, что такие случаи есть, ко мне также обращались, но что-то это было связано с немецким дистрибьютором, который не выплачивал вознаграждение, но у него была позиция просто, что он не выплачивает вознаграждение, потому что это территория Российской Федерации, то есть они не ссылались на то, что у них нет возможности это сделать, да, это просто их позиция такая была. Мгм. И тут один будет решение, да, если, соответственно, это невозможно, потому что невозможно оплатить, но здесь есть свои выходы какие-то из этой ситуации. Очень нужно конкретно смотреть, чтобы ответить на вопрос. Но это не панацея. Да, понятно. Мгм. Так, спасибо. Давайте тогда пойдем по вопросам, которые у меня есть в списке. Например, есть ли универсальный способ проверить авторство музыки, кто автор той или иной композиции, произведения? И там новая эта музыка, старая, как это определить? Ты слышишь музыку, как определить, кто ее автор? Мгм. Какого-то реестра единого нет. То есть здесь могут быть любые способы, ну, начиная с открытых источников сети интернет, Гуглить. искать, да, гуглить, соответственно, заходить на известные там цифровые площадки, возможно, там указаны авторы, чаще всего там указаны обладатели смежных прав все-таки, возможно, это могут быть какие-то лейблы, можно обратиться с запросом к лейблам, ну, соответственно, если вы хотите потом как-то коммуницировать с этим автором. Можно зайти на сайт Российского авторского общества, посмотреть их реестр, там, возможно, будет также такая же информация. Но вот единого какого-то реестра, к сожалению, нет. Что касается вопроса проверить, да, новая музыка это или не новая музыка, здесь зависит от того, для чего нужно это делать. То есть, если вы написали какое-то музыкальное произведение, услышали где-то музыкальное произведение другое, считаете, что оно похоже, если мы ставим вопрос так, то здесь вопрос в том, какое произведение было создано раньше. Если вы считаете, что ваше произведение взяли за основу и переработали, чаще всего, если дело доходит до спора, то мы прибегаем к помощи экспертов. Музыковедческая экспертиза делается, и, соответственно, на ее основе уже выводы делаются, да, была ли переработка или нет, или это создано было самостоятельное произведение. Вот есть истории про параллельное творчество, но это настолько редкая ситуация,
если честно. То есть если кто-то не брал за основу какое-то музыкальное произведение, вот прям его написать, что оно очень сильно похоже, это сложно. Но чаще всего бывают случаи с переработкой, когда связано, допустим, есть какая-то известная песня, и кто-то хочет в рекламе эту известную песню использовать. Обращается за покупкой прав на эту песню, оказывается, что для него это дорого, идет к какому-нибудь композитору и просит написать нечто похожее. Нечто похожее становится очень похожим, и, конечно, вот здесь мы можем говорить о переработке. То есть это не история про вдохновение, что вот я где-то слышал, и там вот будет такой мотив. А тут вот прям целенаправленно с этим что-то делали. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда просто человек сидел и что-то такое написал. Но вот я ни разу не сталкивалась с такой ситуацией, когда два человека независимо друг от друга написали прям что-то похожее. Но в любом случае здесь будет важно, кто первый написал музыкальное произведение, насколько действительно была объективная возможность у одного из авторов вдохновиться, либо скопировать музыкальное произведение другого. Ну и, соответственно, экспертиза, да, на этот вопрос отвечают не юристы, а эксперты, музыковеды, которые делают полную раскладку и по гармонии, и по ритмам, и по тактам. И, соответственно, делается какой-то вывод о совпадении музыкальных произведений в процентном соотношении, было ли оно вообще или его вовсе и не было. Есть вопрос еще, исходя из этого. На личном опыте обратился заказчик в создании музыкальной рекламы для радио, и очень захотелось ему сделать ее максимально похожим на песню «Скутер», по-моему, там. Вот, таким образом мы поступили. Взяли ноты, да, скачали MIDI с интернета скачали, залепили туда свой звук и отдали ему. И только перепели одно слово, перепели. Отдали ему. Он ее использует. Но, насколько я помню, на рекламе, не на радио, а где-то в магазине она звучит, ну, как бы тоже реклама, то есть висит экран, там его заставка, и это музыкальное, это даже логотипчик, он там длится секунд 10 от силы. Вот, договоров я не заключал как создатель своей студии, а вот радийщики, к которым он обратился за этим заказом, они с ним какой-то договор заключили. Кого следует расстрелять за это? Смотрите, если, допустим, вы сказали в магазине, Да, в магазине, да, в «Пятерочке», в общем, эта песня звучит время от времени, как реклама его фирмы. Ага. Во-первых, здесь, самый простой способ — это сначала обратиться к «Пятерочке» за то, что вы тут публичное исполнение, да, скорее всего, потом дойдет речь до того, что там это было радио и вообще это не наше. Если из этого, как бы я сделала, если из этой рекламы следует название фирмы, да, вот, которую рекламируют, Да. то наверняка лучше обратиться к ней сразу, потому что понятно, что они переработали это музыкальное произведение, поэтому претензия придет туда, претензия придет обоснованная и за переработку, и за публичное исполнение. Если, не дай бог, в интернете еще было, то и доведение до всеобщего сведения. То есть тут может быть несколько способов, да, и, соответственно, он же за это и будет отвечать. В том случае, если он, какой у него может быть, да, позиция, как он может строить, он может сказать, я вообще здесь ни при чем, это вот создавали другие ребята, но, соответственно, ему придется это доказать, но в любом случае перед правообладателем будет отвечать именно он, поскольку он это использует, и если бы у него был заключен с вами договор, и в этом договоре вы бы гарантировали наличие у вас всех исключительных прав, то, конечно, в регрессном порядке потом, если мы с него взыскали, допустим, 1 000 000 рублей, если мы представляем правообладателя, он бы потом мог прийти с этой же претензией к вам. Ну, либо в суде могли бы быть соответчиками, если бы был такой договор и если вы гарантировали. А вот в данном случае ему будет, юридически будет сложно к вам прийти, если вы пойдете в отказ и скажете, что я ничего не создавала, и ему придется это как-то доказывать, да. Вот. А тем более, если у вас ситуация такая, что вам прям задание дали. Да. Написать именно так. Да, я занимаюсь аудиобрендингом, и вообще частая история, когда заказчики просят скопировать ту или иную композицию, написать похожую. В редких случаях, уже лет 5 назад мы делали, что просто брали минус с интернета в свободном доступе, переписывали текст для заказчика и выпускали этот продукт. После мы стали делать свою минусовку, но максимально похожую вот на оригинал.
тоже с переделанным текстом, и также продавали ее. Продавали Мгм. ее заказчику. Когда-то с заключением договора, когда-то без. Сейчас я настаиваю на максимально авторских правах. Если просят музыкальную рекламу, то делать ее с нуля и оригинальной 100%. Вот как Да, бы. потому что к вам с претензиями тоже могут прийти. Более того, с вами, допустим, если договор не был заключен, может быть предоставлена переписка, где будет указано, что... Потому что по факту вы первое звено в этой цепи, которое использует незаконно чужое произведение, да, и поэтому вы также можете отвечать и нести ответственность. Может быть Сейчас, такое. сейчас в сети где-то лежат артефакты моих правонарушений. Ну, мы музыканты такие. В общем, давайте, знаете, еще, наверное, очень рядом тема это будет. О, Явление частое на улицах нашего города – это уличные музыканты, которые исполняют всеми любимые и популярные песни под гитару, да, всеми любимыми способами. Просто поют с минусовками или под гитару, перкуссию. Так называемое кавер-исполнение. Как оно вписывается вот в авторское право? Смотрите, ну, в законе такого понятия, как кавер, нет. Тут опять же идет раскладка на то, что мы понимаем под кавером. Под кавером могут понимать, допустим, нетронутое вообще музыкальное произведение, та же самая музыка, те же самые слова, аранжировка, все то же самое, вот просто другой исполнитель спел эту песню. Часто и такое называют кавером. Но, допустим, если мы говорим о том, что это было публичное исполнение, а что значит публичное исполнение? Это значит, что происходит публичное исполнение в живом представлении, в месте, открытом для посещения неограниченного круга лиц, к которому не относится к близкому кругу семьи. Вот если мы представим улицу, и там происходит, да, публичное исполнение, то вот в данном случае тут, допустим, Российское авторское общество могло бы взыскать то самое вознаграждение, потому что это подходит под их аккредитацию, под публичное исполнение. Если мы говорим о том, что под кавером мы понимаем какое-то известное музыкальное произведение, но с другой аранжировкой. Вот сейчас вообще прям тренд пошел, да, на переделывание каких-то старых песен и выкладывание так называемых каверов. Ну, они, правда, они совсем по-другому отличаются. То здесь идет речь о переработке. И если мы говорим про переработку, то переработка – это способ использования произведения, то есть это то, что входит в исключительное право. И это то, что допускается только с согласия правообладателя. Соответственно, если это происходит, необходимо согласие у правообладателя на такую переработку получать. Результатом переработки становится производное произведение. Если говорить, допустим, тоже про музыку можно сказать, вот с русского языка на английский перевели песню, это тоже переработка. Песня, которая появилась на английском языке, это тоже производное произведение. В чем суть? Производное произведение, оно охраняется самостоятельно, независимо от оригинального произведения. Но при этом для того, чтобы создать производное произведение, необходимо соблюдать права автора оригинального произведения. Скорее всего, вы спросите, а что значит тогда независимость? Ну, если мы говорили, да, про оригинальное произведение, что срок его охраны, там, вся жизнь автора и 70 лет после его смерти. Соответственно, там, не знаю, допустим, автора уже нет в живых, и там остается еще 70 лет для его охраны, и вот сейчас мы на его основе создали производное произведение. У нас будет свой срок охраны, независимо, не будет он притягиваться к оригинальному произведению, поэтому оно как самостоятельным объектом является, но тем не менее согласие необходимо получать. Поэтому, если кто-то сидит на улице и поет песню какую-то известную в другой аранжировке, и об этом узнать правообладатель, и ему это не понравится, у него вполне себе есть все основания для того, чтобы предъявлять претензии. Но здесь важно, что все зависит от того, что сам правообладатель хочет. Я знаю какое-то количество музыкантов, которые только рады, что их песни на пиратских сайтах, что кто-то поет на улице, потому что для них Да, это в том числе. популярность. Вот. Кто-то, наоборот, этого не хочет. Есть, допустим, известные исполнители, которые, ну, вообще не хотят отдавать свои песни в рекламу, потому что они хотят, чтобы они не ассоциировались с каким-то конкретным продуктом, даже если им нравится продукт. Ну, то есть это воля правообладателя, каким образом ему распоряжаться, но в целом это может быть наказуемо, в том числе, если в социальных сетях выкладываются каверы, опять же, с какой-то иной аранжировкой, также может правообладатель с претензией обратиться, либо может запросить компенсацию,
компенсацию, а может попросить площадку заблокировать, допустим, это видео. Допустим, если говорить про YouTube, у них, в принципе, есть система Content ID, в которой, да, настроена эта уже система, которая действует определенным образом для каждого музыкального произведения, в зависимости от того, какой алгоритм правообладатель ей поставил. Может заблокировать видео, а может просто также иметь какую-то копеечку с монетизацией этого видео, либо иные какие-то алгоритмы могут быть. Все зависит от воли правообладателя. Так, есть вытекающие вопросы. Как бы уточняющие, вытекающие. В преддверии подготовки больших праздников, я работник культуры, звоним различным артистам нашего города и спрашиваем, можете ли вы исполнить там на площадке Центральной Стефановской площади те или иные песни, там, на любую военную тематику, патриотическую тематику. Эти артисты, которые соглашаются, там, скидывают минусовки, они попадают, ну, они могут попасть, да, под пресс автора, если он вдруг узнает и не захочет, чтобы эти песни исполнялись. Правильно понимаю? Смотрите, получается, что если мы говорим о том, что вот на сцене у вас будут петься эти Публичное песни, выступление. да, это снова будет публичное исполнение, и за это собирает вознаграждение, опять же, да, организация по коллективному управлению. Допустим, это РАО, если никто из авторов свои права из РАО не отозвал. Но единственное, если, допустим, у площадки, то есть у организатора этого мероприятия нет договора с РАО, и будет происходить публичное исполнение, и, допустим, правообладатель об этом узнает, и согласия его не было, он придет с претензиями к организатору, и, соответственно, организатор будет в данном случае отвечать и нести ответственность, не исполнитель. Но мы понимаем, что так живет почти вся страна. Ну, мы понимаем, но тут суть в том, что моя задача сказать, какие риски Да, могут быть, право. а вы должны быть к ним готовы. Поэтому Все и, понятно. соответственно, принимать на себя их, либо не принимать. Да, правильно. Второй вопрос был, что-то похожее у меня было. Использовал стихотворение Роберта Рождественского в создании музыкального произведения. Это был заказ тоже, заказ одной из партий. То есть его стихотворение раздробил и добавил свои строчки. И написали музыку и исполнил. Вот, я знаю, я вчера узнал, что моей ошибкой было не указать его как автора, соавтора, да, можно, наверное, так сказать, в этом произведении, когда мы заключали договор. И вот что, как это явление вообще происходит? Вот с Джонни Комета аналогичная ситуация, да, когда использованы стихи Александра Сергеевича. Но я не могу вам сказать, что ситуация аналогичная. Просто пока вы говорили, я посмотрела, когда не стало Роберта Рождественского, Да, и что у нас с вот, действием авторских прав. Вот я вижу, что он умер в 94 году, а у нас срок охраны авторских 70. прав еще 70 лет после смерти. То есть авторские права еще охраняются. И в данном случае вам нужно было обращаться за согласием, за разрешением к наследникам. К наследникам, Потому что, владельцам авторского права. да, то есть здесь ошибка не только в том, что вы не указали его в качестве автора, это вы нарушили его личные неимущественные права, а еще и исключительные права, потому что они еще охраняются. Допустим, с «Кометой» там, получается, у нас использовано Пушкина, да, стихотворение, но оно уже находится в общественном достоянии, то есть уже истек срок охраны авторского права исключительного. То есть тут в данном случае может каждый, да, использовать, соответственно, при этом никаким образом, да, потому что право на неприкосновенность на произведение, оно является личным неимущественным. То есть носить какие-то искажения, дополнения в произведении, оно тоже нельзя этого делать, потому что оно охраняется бессрочно. Допустим, если это было сделано, про исключительное право в данном случае можно сказать, что да, истек срок охраны и необходимо Пушкина указать в качестве автора. Это Соавтора, минимум. да, Соавтора, в данном А вот случае, да. в моем случае, если это произведение не было обнародовано, то есть вот оно по большому счету появилось, да, только у меня и передалось заказчикам, они его никуда не выложили. Оно где-то существует, но его нигде не видно. Что происходит? Кто мне может предъявить за это?
Ну, смотрите, предъявить можно за то, если произведение используется. То есть, если оно никак не используется, вы написали, оно где-то в столе у кого-то лежит, ну, вряд ли кто-то об этом узнает. Но сейчас Мгм. знает какое-то количество людей, потому что вы нам сказали, Ну, я об допустим, этом да? рассказал. Да, но Друзья, не сдавайте мне, пожалуйста. Мне нет денег платить. да, если оно будет в итоге потом использовано, то это может быть чревато. Тут Мгм. заблуждение считать, что наследники не защищают права. На самом Мгм. деле защищают, и в суд с исками обращаются. И у меня вот у Да. самой прям в процессе есть дело, где наследники как раз обращаются за защитой прав. Да, это повод обратиться к заказчику и с ним еще раз этот момент для меня обговорить, да, чтобы исключить риски. Ам, так, давайте следующие вопросы. По Ютубу у меня тоже было, что... вот какой вопрос был. Мой друг, видеоблогер, этно-видеоблогер Генрих Немчинов, коми знают его, использует мои песни в своих роликах. Ам, Он у меня спрашивает, можно я возьму твою музыку? Я говорю, конечно, бери, мой дорогой. Безусловно. Любую музыку. Я ему даже минусовки скинул. Но YouTube, да, блокирует. Блокирует, потому что он не знает, что я ему сказал по телефону. Генрих, бери, конечно, пожалуйста. Вот, как этот момент нам урегулировать? Как делать так, чтобы YouTube не блокировал? Потому что я-то разрешил, YouTube не знает. Смотрите, есть один момент, да, когда у вас с Ютубом, допустим, есть соглашение, и вы присоединитесь к системе Content ID. Но, скорее всего, маловероятно, что присоединен к этой системе. Есть определенные критерии, к которым нужно совпадать, что там большое достаточное количество пользователей использует ваше музыкальное произведение, и тогда они как-то эту систему предоставляют. Да? Допустим, у крупных лейблов она есть, потому что они соответствуют критериям определенным. Если говорить про частный случай, вот, допустим, YouTube заблокировал и пишет, там, у вас нет прав. В YouTube можно подать, значит, контрклейм на эту всю историю, и YouTube, скорее всего, потребует договор, ну, какой-то документ, который подтверждает то, что у вашего друга, блогера, да, есть право использовать это музыкальное произведение. Вы можете договор подписать друг с другом, да, в котором вы предоставляете не исключительную лицензию на использование музыкального там произведения в таком-то там видео, и все. Ну, просто какой-то шаблон сделать, и все, и предоставить YouTube в качестве подтверждения. Все понятно. Спасибо. Так, давайте следующие вопросы. Так. В каких случаях музыкальное произведение может быть использовано без согласия правообладателя? Наверное, мы уже что-то о чем-то говорили, но еще раз. Да, ну вот мы говорили, когда про РАО, ВАИС и РСП, да, это 3 организации по коллективному управлению, которые управляют правами. Суть в том, что свободно использовать музыкальные произведения можно либо с выплатой вознаграждения, либо без выплаты. Вот когда речь идет о выплате вознаграждения, то есть когда публичное исполнение, сообщение в эфиры по кабелю допускается без согласия правообладателя, но с выплатой вознаграждения. В отношении музыкальных произведений Российское авторское общество соберет вознаграждение, в отношении фонограмм, объекты смежных прав, это вознаграждение соберет Всероссийская организация интеллектуальной собственности. И если мы говорим об использовании музыкальных произведений в личных целях, такое вознаграждение соберет Российский союз правообладателей. Чаще всего непонимание возникает именно здесь. Приведу простой пример, где РСП включается. Допустим, когда на территорию России возят оборудование, которое можно использовать для использования музыкальных произведений в личных целях. Ноутбуки, телефоны, иную какую-то такую технику. Соответственно, импортер, ему необходимо выплатить вознаграждение в Российский союз правообладателей. Они должны предоставить правообладателю эту самую таможенную декларацию с этими кодами и какой-то процент от этого заплатить. Если такое не происходит, Российский союз правообладателей также обращается в суд, может обращаться в суд с иском к такому импортеру. Вот одно из дел, я смотрела, 20 миллионов рублей взыскал Российский союз правообладателей с импортера оборудования. Там как раз были моноблоки, ноутбуки, потому что они это самое вознаграждение не заплатили. Это то, что касается свободного использования с выплатой вознаграждения в личных целях, это РСП, когда используется, да, публичное исполнение произведений, их отрывков, также когда используются музыкальные произведения в аудиовизуальных произведениях, также Российское авторское общество соберет, и это возможно без разрешения
разрешения правообладателей, и то же самое касается фонограмм, публичного исполнения фонограмм. Еще какие у нас есть способы свободного использования? Остальные все относятся к тем случаям, когда не будет выплачиваться вознаграждение, но при этом можно использовать без согласия правообладателя. Ну, во-первых, при исполнении правомерно обнародованных музыкальных произведений во время официальной либо религиозной церемонии, либо похорон. Опять же, в целях оправданной такой церемонии. Если мы говорим про церемонию, тут вопрос, что считать официальной церемонией. Есть даже такое судебное дело, где был День города Сочи, и там публично исполнялись песни каких-то известных исполнителей, какие-то известные музыкальные произведения. Российское авторское общество обратилось с иском в суд к администрации города Сочи, сказала им о том, что, ребята, незаконно используете, вы публично исполняете музыкальные произведения. Как раз администрация города Сочи ссылалась на то, что у нас официальная церемония. У нас официальный день города Сочи, поэтому мы имеем право использовать без выплаты вознаграждения. Но нет, потому что официальная церемония – это церемония, которая исходит от органов государственной власти, либо органов местного самоуправления. Вот, допустим, инаугурация президента является официальной церемонией. Если мы говорим про День города Сочи, ну, это развлекательное мероприятие непосредственно там для жителей и гостей города Сочи. Поэтому Разве оно... не муниципалитет является инициатором и организатором подобного мероприятия? В данном случае нет, потому что оно носит именно развлекательный характер. Развлекательный характер. Да, Все понятно. развлекательный характер, оно не является официальной церемонией в данном случае. Суд отказал. Точнее, суд отказал непосредственно администрации города Сочи, а иск Российского авторского общества удовлетворил. Кроме того, свободное использование музыкальных произведений допускается в случае их публичного исполнения в образовательных организациях, в организациях уголовно-исполнительной системы, в организациях, которые занимаются социальным обслуживанием, работниками таких организаций, либо непосредственно теми людьми, которые содержатся в таких организациях, если мы говорим про уголовно-исполнительную систему. Ну, проще говоря, если ученики в школе поют песню на сцене, это допускается свободное использование без разрешения правообладателя, без выплаты вознаграждения, только если такое публичное исполнение происходит без цели извлечения прибыли. То есть в школе утренник можно, и не спрашивать, и не платить. Также допускается свободное использование в обзоре текущих событий. Кроме того, допускается снабжение произведений, точнее их адаптирование для слепых и слабослышащих, и также тифлокомментирование также допускается, для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли воспринимать, иметь возможность, да, воспринимать музыкальные произведения. Кроме того, допускается свободное использование произведений в жанре музыкальной, литературной, пародии, либо карикатуры, тоже без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения. Но здесь осторожнее, потому что бывают случаи, когда люди думают, что это пародия, а на самом деле это не пародия. Есть определенные признаки, которым пародия соответствовать должна. Могу рассказать, либо вернемся позже, расскажу, да. Но опять же, эти признаки, они не установлены законом, они выведены судебной практикой. Во-первых, для пародии важно, что при создании пародии первоначальное оригинальное произведение, оно должно быть в центре нового и не быть его фоном. Почему вообще это появилось? Потому что было судебное дело, была какая-то известная телепередача, где известные исполнители, они пародировали клип группы «Кармен». Соответственно, они вышли на сцену, они пародировали манеру танцев, которая была использована в клипе, они это все делали, но, соответственно, сопровождало их выступление фонограмма, записанное музыкальное произведение, оно никак не было изменено. И в данном случае также правообладатель обратился с иском в суд, что без моего согласия музыкальное произведение здесь используется. Ответчик ссылался на то, что это пародия, но суть в том, что пародия была не на музыкальное произведение, а пародия была на видеоклип. Вот танцы, да, действительно, да, они были спародированы, а музыкальное произведение, оно осталось неизменным. Оригинально. Поэтому вывод был в том, что при создании пародии важно, чтобы оригинальное произведение было в центре этого нового, переработанного, пародийного музыкального произведения. Соответственно, если мы говорим про аудиовизуальное произведение, этот пример, тут необходимо соблюдать права авторов музыкальных произведений.
пародиям тоже. Может быть, когда-то видели на Первом канале, у них вот есть передача, там «Новогодняя ночь» на Первом канале, у них были мультипликационные персонажи, которые пели какие-то песни известные, переделанные, в том числе там была песня «Перелетная птица», и пародист тоже исполнял какую-то песню. И тоже правообладатель обратился с иском в суд к Первому каналу, что вы используете наши музыкальные произведения без нашего согласия. Но в данном случае такое использование было признано пародией, потому что музыка, она осталась неизменной, да, но текст был переделан, у него действительно была юмористическая подача. И если бы музыка была полностью переделана, то мы вообще не смогли бы узнать тогда оригинальное произведение, потому что текст переделан, и как понять, что это пародия на это музыкальное произведение. Поэтому В таком случае моя реклама с переделанным текстом – это пародия. если там был какой-то... Понимаете, суть в чем? У вас же не просто юмористическая подача, вы использовали это в целях рекламы, не для того, чтобы кого-то повеселить. Это вряд ли... Это скорее переработка. А когда вот история про все-таки юмористическую подачу, и что действительно вы хотите, чтобы оригинальное произведение было узнаваемым, или там артиста какого-то спародировать, ну как ты спародируешь артиста, понятно, можешь использовать его образ. От цели зависит. Да, То есть. ну, в данном случае, да, вот в вашем случае бы я поспорила, когда речь идет о рекламе, скорее всего, это не пародия. Но это самый частый вопрос, когда идет запрос, в принципе, допустим, к нам обращается какой-то правообладатель и говорит, вот нас использовали, а как вы думаете, это пародия или переработка? Ну, всегда ты ходишь по краю, потому что не очевидная история. Но вот здесь вот с Первым каналом было очевидно, и суд признал, что действительно это была пародия, не требуется согласия правообладателя, не требуется платить ему вознаграждение. От пародии к плагиату. Есть мнение, что есть возможность использовать до 6 нот, да, или там 6 секунд, вот что-то. Где-то я до 12 нот слышал, что если 12 нот друг за другом все идентичны какому-то произведению, то это уже плагиат. Вообще, расскажите нам о плагиате. На самом деле такого правила нет. Вам меня хорошо слышно? Да. Все отлично. Такого правила нет про 6 секунд. Вот я в самом начале говорила, что часть произведения, она тоже охраняется, если она может быть признана самостоятельным результатом труда. Вот, допустим, мы берем какие-то 6 секунд из какой-то известной песни, пусть это будут только 6 секунд, но вот вам сейчас их наиграют, и мы все узнаем, что это за песня. И почему в данном случае мы можем говорить о том, что это не является нарушением? Конечно, является, да, и в данном случае, скорее всего, мы и скажем, что оно имеет действительно самостоятельное значение, потому что мы можем вообще запросто это узнать. Поэтому какого-то универсального правила 10 секунд или 6 секунд нет. Часть произведения тоже охраняется, если имеет самостоятельное значение. Поэтому то, что касается... Если вот прям взяли кусок и скопировали и вставили, то тоже можно заявить претензии в связи с тем, что нарушено право на часть этого музыкального произведения. Такое тоже может быть. Если его взяли и как-то переделали, ну это вот вопрос про переработку, то, что вот мы с вами обсуждали. Спасибо большое. Есть интересный вопрос от наших онлайн зрителей, слушателей. Он относится ко мне, но ответ будет от Екатерины. Артемий, вы сказали в эфире про свое возможное правонарушение авторского права. Поступил вопрос. Сегодняшняя запись подойдет как доказательная база и самооговор. Вот это, наверное, к вам вопрос. Я себя компрометирую, да. Это, конечно, очень интересный вопрос. На самом деле, я думаю, что как косвенное доказательство это можно было бы использовать. Ну, то есть, в любом случае нужно подтвердить факт использования. Если, опять же, да, история там про пятерочку, это вот к этому относится, да? Ну, или к Роберту Рождественскому, например. У меня тут, знаете, сегодня день такой. Здесь суть в том, что нужно доказать факт использования, то есть каким образом оно было использовано. То, что вы просто сказали, а я там что-то переделал, ну, вряд ли здесь как доказательство это будет воспринято. Вот если, допустим, я найду это произведение, которое переделано, и я там ищу нарушителя, нахожу нашу лекцию, говорю, что вот тут заявили, и вот тут была такая история, но тут еще как-то можно. Ну, еще как-то можно, да, но тут очень много зависит от деталей дела, кого мы будем в данном случае представлять. То есть вот однозначно сказать, что все, вас повяжут, изыщут с вас много денег, я, конечно, не могу. Но вероятность такая есть, как косвенное доказательство использовано быть может, но на мой взгляд, одного этого недостаточно было бы,
чтобы Мгм. доказать нарушение и сам факт нарушения. Да, мне стало легче, спасибо, Екатерина. Надеюсь, нет в зале и в онлайне таких людей, которые... Так, в общем, смотрите, еще вопрос, я думаю, очень важный для многих, кто занимается контентом. Где брать музыку без авторских прав, свободную в скобочках, например, для использования в работе? В работе, ну, это могут быть звукорежиссеры, это могут быть видеомейкеры, те же самые видеоблогеры, да, вообще в любой работе, где нужна музыка. Мгм. Это уже готовое. Есть стоки музыкальные, да, так называемые такие сайты, где как раз выложена Да. музыка для того, чтобы использовать. Такие есть и фотостоки. Можно брать с этих сайтов. Единственное, что там необходимо читать лицензию, потому что они могут быть разные. И, как правило, они ограничивают каким-то образом использование. Могут не допускать в коммерческих целях это делать. Могут там в каких-то, допустим, рекламных акциях это делать. Ну, то есть необходимо каждый раз перечитывать лицензионное соглашение, которое размещено на этих стоках, каким образом вам можно использовать. Кроме того, это еще может зависеть от подписки, которая у вас есть, потому что может быть какая-то премиум подписка, и там есть определенные свои способы использования. Может быть какая-то не премиум, да, там, а простая подписка, у нее уже меньше будет таких способов использования. Важно всегда перечитывать, то есть если вы один раз, допустим, прочитали эти условия и использовали как-то музыку, окей, прошло 3 месяца, условия лицензионного соглашения могли измениться. И поэтому может оказаться так, что ваше использование как раз под эту историю не подпадет. А точно есть музыкальные истоки, которые ограничивают использование, допустим, в Ютубе, либо еще где-то. Вот, поэтому история может быть только такой, ну, либо непосредственно у авторов музыкального произведения спрашивать, как ваш друг, блогер, спрашивает у вас, можно ли использовать, и, соответственно, это используют. Мгм. Есть еще вопросы. Паблишер, лейбл. Кто такие, зачем нужны и чем отличаются? Мгм. Ну, смотрите, паблишером обычно называют издательства, которые занимаются авторскими правами, да, лейблы музыкальные, они, в принципе, управляют, помогают продвигать контент. Соответственно, как правило, лейблы заключают договоры, исключительные лицензии. Ну, бывает, что и отчуждение, но, как правило, исключительные лицензии. То есть исполнитель приходит к лейблу и передает, ну, либо все, либо большую часть своих прав на свой каталог, исключительную лицензию, и лейбл занимается тем, что вот как раз он уже в данном случае будет обращаться с иском в суд в защиту этих исключительных прав, если в какой-то рекламе использовано. Он также может лицензировать эту музыку, да, предоставлять, допустим, также рекламодателю право использовать музыкальное произведение в какой-то рекламе, право перерабатывать другому артисту это музыкальное произведение, чтобы создать какой-то кавер, например, либо иным образом выкладывать эти музыкальные произведения на площадки, заключать договоры с дистрибьюторами, это монетизировать и, соответственно, выплачивать вознаграждение. Суть в чем, зачем и почему? Вопрос скорее не юридический, скорее всего, это вопрос бизнеса и интересов представителя какого-то, да, исполнителя. Суть в чем, у лейбла есть большая команда. Это A&R-менеджеры, которые занимаются тем, что они могут искать, соответственно, новых артистов, они могут искать, есть менеджеры по синхронизации, которые могут искать как раз проекты, куда они могут, грубо говоря, там, пристроить, да, это музыкальное произведение, чтобы оно попало в какую-то рекламу, либо к ним обратиться какой-то известный телеканал и скажет, что вот у нас в нашей передаче мы хотим использовать музыкальное произведение, либо фильмы, либо еще что-то, и, соответственно, они этим всем занимаются. Занимаются также тем, что они заключают договоры с окупами, также получают это вознаграждение и выплачивают. Условия взаимодействия исполнителей, либо авторов с лейблами, либо с музыкальными издательствами, они разные. Зависит там, ну, может зависеть от популярности автора, либо от его каталога, от, в принципе, цели лейбла, который он преследует, да, это может быть какой-то авансовый платеж, может исполнитель получить и создать, там, записать свой альбом, а потом предоставить право использования, а вот если не было бы лейбла, он бы не знал, где ему взять деньги, допустим, на создание этого альбома, либо может быть такое, что просто в процентном соотношении аванс не платится, все зависит от того, как договорятся, но я думаю, что основная бизнес
бизнес-цель из того, как я могу видеть со своей стороны, это потому что есть целая команда, есть юристы, есть менеджеры, которые все знают, все это умеют, а ты занимаешься творчеством, а тебе вот там лейбл помогает. Ну, у кого-то это могут быть менеджеры, которые это все осуществляют, но попробуй еще сыщи такого менеджера, который будет и юристом тебе, и продвигать тебя, и еще и каким-то образом искать, куда бы продвинуть твои песни. Вот у меня был опыт, что обратился молодой человек, попросил список песен, объяснил тем, что в его организацию обращаются иностранные фирмы, которые снимают фильмы там, на территории Российской Федерации и используют музыку, соответственно, российских исполнителей. То есть я предоставил какой-то иный список своих песен, и если кого-то заинтересуют эти песни в доступе, заинтересуют, они спрашивают ту или иную композицию, и он меня, как бы, обязуется меня об этом предупредить и выплатить там, компенсацию за это, да, дивиденд какой-то. То есть вот, когда-то это произошло, и вот есть договор, да. В общем, это паблишер, да, работа. Правильно я понял? Ну, в данном случае паблишер, он просто авторскими правами занимается чаще всего, они издают, да, музыкальные произведения, а лейбл, он, в принципе, управляет всеми правами, то есть какой-то супер разницы я между этим не вижу. Вот. В данном случае у вас, получается, появилось лицо, которое, ну, грубо говоря, пристраивает ваши музыкальные произведения в какие-то фильмы. Это не обязательно паблишеры. Я, допустим, знаю, ну, вот в Москве есть такая компания Сихла Продакшн, они как раз занимаются синхронизацией, то есть к ним обращаются также рекламодатели, которые хотят какую-то рекламу сделать и хотят к себе музыку подобрать, и вот человек занимается тем, что он подбирает музыку для них и, соответственно, очищает права, ну, то есть заключает договоры со всеми правообладателями. То есть в данном случае это не паблишер. Вот в вашем случае скорее близок вот эта вот модель. То есть этот человек помогает там, кинопродюсерам, да, найти Да, как-то да, да. музыку и сотрудничает с вами, в том числе и вам, получается, этим помогает, но по факту оказывает услуги для кинопродакшена, как я вижу. Спасибо. Следующий вопрос, тоже актуальный, наверное, на данный момент времени. Как авторское право урегулировано в международных отношениях? Основные положения об авторском праве одинаковы ли во всем мире, русские за рубежом и иностранцы в России? Как охраняются их права? Вот это вопрос, конечно. Можно целую лекцию на Ого-го. это записывать, да. Я скажу коротко. Да. Смотрите, у нас есть международные конвенции, к которым мы присоединены уже когда-то давно. В отношении авторских прав это Бернская конвенция. В чем смысл этих конвенций? К ним присоединены большое количество стран. И эти конвенции признаны установить минимальный уровень охраны для авторов. То есть у них там указан минимальный срок охраны авторских прав. Ты можешь установить такой же, как в этой конвенции, но можешь сделать и больше. Вот, допустим, в Российской Федерации срок больше охраны авторских прав, чем предусмотрен этой международной конвенцией. Также есть договор по авторским правам ВАИС и по смежным правам тоже. Это так называемые интернет-договоры, которые также устанавливают минимальный уровень охраны как для Российской Федерации, так и для остальных стран, где, соответственно, которые присоединены к этим конвенциям. Законодательство различаться может. То есть вот минимальный уровень охраны, там минимальные положения не установлены этими конвенциями, эти страны, которые к этим конвенциям присоединены, они, соответственно, свое законодательство приводят в порядок во исполнении этих конвенций. Но какие-то положения могут отличаться. Вот, допустим, если мы говорили с вами про переработку произведений в Российской Федерации, это самостоятельное произведение, и автор оригинального произведения не является соавтором по отношению к переработанному. Да? Мы говорили, что оно охраняется самостоятельно. Вот если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, у них как раз является соавтором автора оригинального произведения для переработки, то есть немножечко другой механизм. То же самое касается у них вот про каверы. У них, допустим, очистка прав в сети интернет, этим занимаются тоже организации по коллективному управлению правами, как наши. И они там эти права очистят, и, соответственно, ты не должен просить разрешения у праводателя напрямую, но, опять же, там со своими нюансами. То же самое касается окупов, то есть они у них тоже есть, они также есть в определенных сферах.
Более того, наши окупы заключают договоры с иностранными окупами. У них как бы двусторонняя такая история. То есть организации по коллективному управлению правами, допустим, там в Германии, они также собирают вознаграждение для музыкальных произведений из России. И, соответственно, у них вот по их двухсторонним соглашениям они обмениваются этими самыми вознаграждениями. Также Российское авторское общество собирает для иностранных правообладателей у нас здесь вознаграждение и, соответственно, потом это передает в определенные окупы для того, чтобы они могли у себя там распределить непосредственно это вознаграждение. Соответственно, музыкальные произведения на территории других государств также охраняются как раз в силу того, что мы присоединены к этим международным конвенциям и не имеют территориального какого-то признака, потому что если мы говорим, допустим, про товарные знаки, вот для них важна территория, потому что там важен факт регистрации. На определенной территории регистрируешь. Зарегистрировал в России, а в Америке нет. В Америке не охраняется. С авторскими правами не так. Спасибо большое. Итак, принимая последние два вопроса от наших онлайн-зрителей, потом с зала несколько вопросов, друзья, возьмем, потому что работаем час уже. Нужно ли указывать автора, если это случай свободного использования? Вот такой вопрос. Нужно, Свободного использования. да, Нужно ли указывать автора? да, потому что здесь мы говорим о том, что без разрешения правообладателей можно, но в любом случае личные и неимущественные права, да, нужно указывать автора. Это всегда и в любом случае Да. нужно делать. Так, и вот еще один вопрос, тоже, надеюсь, коротко понятно будет. Об этом говорили в начале встречи. Для пересечения правонарушения подходит только Московский городской суд, или для пресечения правонарушения подходит только Московский, или возможен другой суд другого города? Нет, возможно, безусловно, другой. Московский городской суд, это касалось определенной категории дел, это специальная подсудность, да, это лишь одна из возможностей, как можно защитить свои права. А так, как правило, если мы говорим о подсудности, и, допустим, если мы говорим о юридических лицах, то здесь по месту нахождения ответчика будет предъявляться исковое заявление либо в суд общей юрисдикции, либо в арбитражный суд. Соответственно, Мосгорсуд – это лишь опция. Зависит от определенных обстоятельств. Если заключен договор, в договоре может быть указан определенный суд, в который стороны обращаются в случае возникновения спора. Спасибо большое. Я надеюсь, этот вопрос не по моей теме возник и не к моей личности адресован. Итак, друзья мои, все присутствующие в зале, есть возможность задать уточняющие вопросы. Может, что-то непонятно, может, что-то я упустил или вам особенно интересно. Это может касаться ведь не только музыки, правильно, Екатерина? Это может быть, да, интеллектуальной собственности в целом. Да, будьте добры. Вот микрофончик вам. Добрый день, Екатерина. Большое спасибо. Очень интересно, познавательная у вас лекция получилась. Меня интересует вопрос, как обезопасить формат просветительских музыкальных лекций. То есть в таких проектах, допустим, в сфере культуры, организуются мероприятия, в которых принимают участие на некоммерческой основе различные исполнители, коллективы, в том числе это могут быть ученические какие-то коллективы, студенты, да, которым нужны площадки для практики музыкальной. Вот. И такие музыкальные лекции, они носят просветительскую функцию, вот, и иногда даже выкладываются там в сеть, в интернет, на сайты. Вот каким образом оформить это все правильно, документально, чтобы себя обезопасить? Спасибо. Смотрите, вопрос непростой. У нас еще возможно использование произведений в образовательных целях. Вот здесь вопрос, подойдет ли эта история под это, да? Являетесь ли вы как образовательной организацией. И если к вам приходят исполнители, соответственно, они исполняют какие-то музыкальные произведения известные, или неизвестные, их, не их, вот, да, вот, не знаю. Допустим, если это их музыкальные произведения, вот они просто пришли своим коллективом, и их музыкальные произведения. Самый простой способ, ну, подпишите с ними договор, какой-то обычный драфт, что они предоставляют вам право использования, да, публично исполнять музыкальные произведения, гарантируют, что все права у них. Если, допустим, они используют не свои музыкальные произведения, а чьи-то перепевают,
Здесь вопрос, да, опять же, вот зависит от целей. То есть, с одной стороны, это может быть публичное исполнение, то, что вот окупы, да, могут заключать с вами договоры, и вы там им платить вознаграждение. С другой стороны, я бы, скорее всего, здесь подумала в сторону того, что это может быть образовательная цель. И то есть и вы в связи с этой целью используете эти музыкальные произведения. Вот я думаю, что так. Но если вы мне напишете более подробно на почту, вот, да, какая у вас там деятельность, я вам отвечу. И, ну, вот подробнее посмотрю и вам точно отвечу про образовательные цели, потому что я пока в эту сторону думаю, но мне деталей не хватает. Хорошо, спасибо. Мгм. Друзья, еще вопросы? Может, авторы есть в зале? Да, нужно задать вопрос. Когда еще такая возможность? Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Недавно слушала, смотрела новости насчет параллельного права. В связи с некоторыми обстоятельствами, которые сейчас происходят, ввоз техники, там, фильмов, сейчас происходит такая вещь, вот я бы хотела услышать об этом поподробнее, там, как это будет, что это будет, и будет ли, что нам с этим делать. Спасибо. Это вопрос про параллельный импорт, скорее всего, вы говорите, да. Касается неавторских прав, касается ввоза товара, если сказать простым языком, что это значит, что когда на территории Российской Федерации возились раньше, да, какие-то товары, необходимо было получать согласие на это у правообладателя. В данном случае речь идет также об оригинальных товарах, допустим, правообладатель там из Америки ввез на территорию там Армении какой-то товар, то есть он его ввел сам в гражданский оборот, свой оригинальный товар, и потом этот товар из Республики Армении привозят к нам в Российскую Федерацию. Вот тут, соответственно, у него не будут спрашивать разрешения на ввоз, потому что у нас существует параллельный импорт, то есть это оригинальные товары, которые могут возиться на территории Российской Федерации. Законодатель, как я вижу, это делает для того, чтобы не допустить отсутствие каких-то определенных товаров. Кроме того, сейчас, да, у нас принят этот законопроект, но у нас еще не утвержден список товаров, который устанавливает Минпромторг. Идет речь о том, что это могут быть какие-то определенные категории товаров, а возможно даже не просто определенные категории товаров, а определенные категории товаров определенных производителей. То есть, возможно, это будет уже и такой список. Просто пока он не утвержден, поэтому здесь сложно сказать, каких конкретно товаров это коснется, но это не значит, что к нам будут контрафакт завозить. Это значит, что вот история, да, оригинальный товар, который потом с территории другого государства может к нам завозиться, и мы не спрашиваем разрешения у правообладателя. Все, да, ответ получен. Друзья мои, есть ли желание? Вообще, конечно, я так понимаю, что в любой момент можно обратиться к Екатерине как эксперту в личном порядке, и если возникнут уже индивидуальные ситуации в вашей жизни, которые можно рассмотреть, вот обращайтесь. Спасибо большое. Наверное, Еще вот вопрос есть из еще. чата. Я не вижу. Я у меня плохо вижу тоже. зрение Посадите Я очкарика. вижу, могу читать, хотите? Давайте. Да, На нашей площадке выступили артисты, мы транслировали выступление на YouTube, о чем договорились с артистами. YouTube заявил, что мы нарушители. Вопрос, как мы можем доказать обратное. что-то похожее. Вот. Да, про то, что я говорила, то есть если у вас, соответственно, договорились с артистами, вопрос, как вы с ними договорились, да, заключили какой-то договор, либо это просто было на словах, опять же, YouTube, можно подать контрклейм, и, скорее всего, он может устно, контрклейм подать, и, соответственно, там можно выбрать, если потребуются документы, то здесь чаще всего, насколько я помню, на YouTube я редко с этим сталкиваюсь, потому что я на YouTube ничего не выкладываю, чтобы мне контрклеймы приходили, но, по-моему, вы там можете написать, что вам предоставлены права, и он, соответственно, разблокирует это видео. По-моему, там можно сделать так. Если сейчас так сделать нельзя, то, какую-то бумажку с ними подписать об этом. Важно, чтобы они вам дали еще и согласие транслировать их выступления на YouTube, а не только, чтобы они выступили. То есть оговорились еще и о трансляции. Да.
Ну вот у меня товарищ-то, вот мой друг видеоблогер, каким-то образом продолжает выкладывать свои видеоролики с своим музыкальным материалом, то есть он каким-то образом эту проблему решил, без там какой-то дополнительной помощи, сам разобрался с этим ютубом, так сказать. Вот, друзья мои, есть ли еще? Да, есть вопрос? Добрый день, Екатерина. Подскажите, пожалуйста, вот ситуация такая. Значит, при использовании фонограмм автор, ну не автор, а постановщик привез фонограммы и сказал, что записывал их за рубежом. И ВАИС пошел нам навстречу и вот не просил за эти фонограммы платить, потому что, ну, все это было на словах. То есть это было несколько лет назад. И фонограммы как бы в Америке были записаны. Ну, там есть композиторы охраняемые, есть неохраняемые, современные и, так сказать, достаточно древние. Вот. То есть вообще, когда ВАИСу можно не платить за использование фонограмм? Хороший вопрос, спасибо. Так, смотрите, суть в том, что если вы используете, у вас публичное исполнение фонограмм происходит, то в данном случае вы ВАИС платите, если... Нет, мы платим только РАО. Вот в данной ситуации. Смотрите, ну, по сути, обычно, как правило, заключаются договоры с Российским авторским обществом и с ВАИС. С ВАИС вы платите, если они управляют правами смежными, то есть вот в данном случае производитель фонограмм, у них, да, исполнитель, и они управляют правами, да, на эту фонограмму. Может быть такое, что производитель фонограммы и исполнитель пришли и отказались от управления правами, и поэтому ВАИС вы не платите, потому что у них забрали это право. Может быть, этим занимается сам изготовитель фонограммы, либо сам исполнитель, и ему тогда нужно платить. Либо занимается какая-то другая организация, в зависимости от того, как решил сам правообладатель. То есть в том случае, когда у ВАИС нет права управлять, соответственно, фонограммой, правами на фонограмму, либо правами на исполнение, то вы можете ВАИС не платить. Но когда оно у них есть, то платить им нужно, если мы говорим о публичном исполнении. Вот в данном случае, скорее всего, там был отказ про то, что вы рассказываете. Ну, я даже не знаю, ситуация была давно. Можно попробовать по реестру посмотреть, потому что они реестр выкладывают свой на сайте. Да, я знаю. Если там это фонограмма. Может быть такое. Нет, там много фонограмм, ну, так сказать, 20 фонограмм. 20 фонограмм, которые вы используете и которым вы не платите ВАИС. Но суть в том, что они могут прийти, то есть если они управляют этими правами, как правило, заключаются сразу договоры с РАО и с ВАИС. Не платить в том случае, если они не управляют правами. А если фонограммы из интернета, вот просто свободного доступа, всегда платится ВАИС за публичное использование? Публичное исполнение. ВАИС платится, если они управляют правами. То есть без разницы, где вы ее взяли, и, соответственно, если это не то, что перешло уже в общественное достояние, то есть если это охраняемые фонограммы, и вы их используете, туда вы платите. Если у вас нет прямого договора с исполнителем, либо с производителем фонограммы. То есть всегда практически? По факту, да, если мы говорим о публичном исполнении, то да. Понятно, спасибо. Друзья мои, предлагаю заканчивать. Спасибо большое. Да, спасибо огромное, Екатерина. Прекрасное мероприятие. Это было максимально познавательно, интересно. Мы отдаем себе отчет, что тема обширная, тема глубинная и очень детальная, поэтому по всем вопросам можете обращаться к Екатерине, ну и вообще к экспертам. Спасибо за участие, спасибо за вопросы, спасибо вам. Низкий поклон, Екатерина. Будем держать связь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. С праздником, друзья мои. Сохраняйте интеллектуальную собственность. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания, Екатерина. Надеемся на наше сотрудничество не последний раз. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. До свидания.